Земля, к которой стремились величайшие люди мусульманской уммы, сохранила следы их пребывания. Древняя мечеть, которая была построена, вы только вдумайтесь, в VIII веке, стоит на том же месте, сохранив свои многовековые каменные стены. Кумух – земля борцов за веру. Нам удалось побывать на ней. И нужно сказать, у нас очень много впечатлений. Делимся ими с вами в следующем сюжете. На пути в селение Кумух встречаются живописные виды, но красота этих мест не единственное, что привлекло основателей поселения и тех, кто приезжал сюда для выполнения своей высокодуховной миссии. Безопасность от врагов – вот что отличало Кумух от многих других мест. Когда в VIII веке Абу-Муслим шейх пришел в Кумух, он нашел целесообразным закрыть это ущелье и отправил один отряд охранять это ущелье. И интересно, что дальше с той стороны, с Агульского района, где селение Рича, закрывается еще одно ущелье, и где селение Балхар, закрывается третье ущелье. И это как получается внутренняя страна, защищенная горами, и получается естественная крепость. Жизнь в Кумухе тихая и спокойная. В домах по старинке дощатые полы и улочки, как в старину, точно такие же. И хотя это поселок городского типа, коммуникации тут проведены частично. Например, для того, чтобы вскипятить чай к завтраку, используются газовые баллоны. Но, как и во все времена, тут рады гостю, даже если он пришел рано утром. В давние времена с миссией распространения ислама в Кумух приезжали, поскольку транспорт был скудным, то, возможно, и приходили пешими, табиины, то есть следующие после сподвижников и пророка Мухаммада, мир ему благословения, поколение людей, а это, на минуточку, 7 и 8 века. Напомню, мы живем в 21 веке, и о том, что они сюда приезжали, мы знаем не только из письменных источников. Тому есть вполне себе реальное, осязаемое подтверждение. Джума-мечеть 778 года постройки. Ее построили арабы, которые в разные века были в Кумухе со своими войсками. А первым из них был арабский военачальник Абу-Муслим. Он установил свою власть, правил тут и проповедовал ислам среди местного населения. Мы, конечно, не правители, и мы вряд ли сможем понять всю сложность и ответственность их положения, но даже молиться. Им приходилось подниматься в такую вот нишу. Здесь стояла охрана. А вот сюда поднимался сам правитель для того, чтобы совершить молитву в абсолютной безопасности, потому что со стороны спины он был защищен охраной, стоявшей у входа в эту нишу. Эти ниши для моления в мечетях – ниши безопасности. Придумал еще Муавия, потому что покушения часто совершались именно во время намаза. Каменные стены этой мечети были возведены по приказу арабского военачальника Марвана. Несмотря на то, что создавать своды из этого материала сложно, каменные углы непрерывной линии ведут под самый купол. Вот это все местность, вот это здание, это все является кладбищем. И это кладбище называлось Яманитур аль-Хатталу, то есть кладбище яманитов. Те миссионеры, ученые, алимы, которые приезжали к нам, обучали наших людей, давали знания, их с почетом хоронили отдельно это место. Вот именно здесь да. захоронены. Это здание построено до 40-х годов, 30-е годы. То есть построено на могилах. Разрушены были могилы, сломаны и использованы под фундамент, стены. И единственная могила, которая сохранилась, это Ахмадул Ямани.
И для этого тоже получилась какая-то вот причина, когда копали эти рабочие, они что делали? Фундамент для этого здания, когда копали, они, если натыкались на могилу, они убирали кости туда-сюда и сверху Возводили да, уже да. постройку, да? Да, и когда дошли до его могилы, они убрали эти камни и посмотрели, увидели, человек как будто вот вчера похоронили. Сохранившийся в таком же виде, как он был, как живой, да. И они позвали своего бригадира. Это тоже вот бригадир, его зовут Курбан Исмаил, это из селения Шавкра, не так там, вот не помнят кто, что именно, имена тоже все известны. Есть люди, которые засвидетельствовали Да, этот да, факт, да. И он, конечно, увидел, в принципе, здесь и тогда тоже был зиарат, люди знали, и это воочию увидев, он сказал, закройте и никому не рассказывайте. Это были 30-е годы, когда очень сильно вот, против религии работали. Закрыли, он даже камень чуть передвинул, чтобы эту могилу потом, чтобы никто второй раз не раскапывал. Он приказал передвинуть фундамент этого здания, и ту ночь он видит сон, что видит его во сне, Ахмад Ламани во сне видит, и видит, что он тонет с огромным количеством людей, там где-то в болоте, тонет, и он приходит, и его дает ему руку и спасает, и говорит, ну он его же лицо видел, помнит, он говорит, за то, что ты мне сделал уважение, я тебя спасаю. Ну такое предзнаменование, хорошее предзнаменование получилось, что когда началась война, отечественная война с немцами, да, этот человек, бригадир, он был призван на фронт. Он прошел всю войну от начала до конца, до Берлина. Не было ни одного ранения, такой живым, здоровым и вернулся. Как бы баракат этого получил. После войны, говорит, он ходил сюда, постоянно проходил на этот зиарат. Ахмад Аль-Ямани – основоположник нынешней системы исламского образования в Дагестане, систематизировавший здесь основы шафиитского масхаба, которому следуют в Дагестане. В Кумухе он обучал следованию религиозным предписаниям, а уже оттуда эту науку распространили по всему Дагестану. Таким образом, переселившись из Йемена, он совершил поступок, важный не только для себя, но и для всех дагестанцев. Обосновавшись в Кумухе, он женился на местной жительнице, обзавелся детьми. Тут же он захоронен вместе со всей семьей. Его могилу в Кумухе с 15 века хранили для нас с вами множество людей из поколения в поколение. Приезжавшие сюда в разные века люди оставили огромный след в жизни села и сами стали ее частью. Женились они на кумухских женщинах, оставляли после себя потомство. А нужно сказать, что даже спустя века здесь живут потомки этих людей. И Ахмада Аль-Ямани, и Гази Каландара – это еще одна историческая личность, о которой мы вам сегодня расскажем. Находимся рядом с могилой Амира Гази Каландара, сына сельджукского султана Хайдара. Мы знаем, что в Дагестане исламизация шла поэтапно. Это был один из этапов, получается, как здесь написано, 12 век. В 12 век он пришел, чтобы распространить ислам дальше, усилить ислам дальше в Дагестане. И также избрал, как и предыдущие мусульманские полководцы, избрал центром Кумух и сделал ее столицей. И самое интересное, что вот как бы от него идет, его самого звали Гази Каландар, и в честь него, наверное, и в честь того, что это стало центром распространения ислама, назвали его Гази Кумух, то есть город воителей за веру. Сельджуки – это праотцы-основатели Османской империи. То есть еще даже не существовало Османской империи. Еще не родился любимый многими Эртугрул, а его предок уже приехал в Дагестан для того, чтобы, как и другие герои нашего сегодняшнего сюжета, утвердить тут ислам, дать знания дагестанцам. Здесь рассказывают, что был купол, даже фотография сохранилась его, но впоследствии эпоху атеизма купол сломали, много что хотели сделать, но удалось сохранить. Здесь пока надпись, то, что мы видим, это на лакском языке. Но было предложение им, чтобы и на русском языке написали, чтобы люди могли прочитать и знали историю этого. Но они собираются, иншаллах, реставрировать это место. Таким образом, Гази Каландар увековечил свою миссию и миссию своих предшественников в названии села.
Он также остался здесь жить, обзавелся семьей, детьми. Его могиле в Кумухе тоже очень много столетий. После завершения Кавказской войны времена наступили еще более тяжелые. Земля была истощена, и население Дагестана переезжало в Османскую империю в поисках лучшей доли, лучшей для исповедования ислама земли. И, конечно, преданный сын своего народа Джамалудин Казикумухский не оставил их в беде. Вместе с остальными дагестанцами он переехал в Стамбул. А нужно сказать, что такие решения тогда не давались так легко, как сейчас. Захотел – переехал в Москву, захотел – в Санкт-Петербург. В те времена оставить родную землю было равносильно маленькой смерти, и уезжали только в случае полного отчаяния и безысходности. Муалим имама Шамиля жил и трудился здесь. Возможно, именно здесь он принимал своих учеников, в числе которых был юный имам Шамиль, будущее которого наверняка предвидел один из мудрейших дагестанских ученых. Дом возвели вокруг комнатки, что осталось после переезда Джамалудина Казикумухского, а похоронен он в Стамбуле. К сожалению, его мечтам о возвращении на родину не суждено было сбыться. В Турции дагестанцы нуждались в его помощи, поддержке, в объединении, в уроках ислама. С такой миссией он и остался до конца жизни в Стамбуле. Для нас, турков, имам Шамиль – знаковая фигура. Мы с детства слушали рассказы о нем, о том, какой это был великий человек. И, конечно, для нас честь, что на нашей земле захоронен Джамалудин Казикумухский, учитель самого имама Шамиля. Крупный ученый, наставник. Он принес пользу не только Дагестану, но и Турции. Мы рады, что он тут похоронен, и с большим уважением турки посещают его зиярат. А здесь обучают исламским наукам в наши дни. И прямо сейчас тут идет урок по Мухтасару. Это сокращенный сборник об основных постулатах в исламе. Книга известная, практически любому дагестанцу. Хвала Аллаху, Господу миров, милость соответствующая величию и защита от бед и невзгод. Есть еще один интересный момент, который приковывает внимание к истории селения Кумух. Житель селения Кумух написал вот эту книгу «Али аль-Кабир», известнейший в научных кругах ученый, а нам он известен по книге «Мухтасар». Что означает сокращенный? В самом начале изучения исламских наук это одна из первых книг, по которой обучается ученик. В ней в максимально кратком виде приведены основные сведения о столпах имана, ислама, ихсана, то есть все необходимое в виде конспекта о мусульманской религии для начинающих. Детишки знают ее наизусть и на русском, и на арабском. Наше путешествие в Кумух заканчивается, и мне стало интересно, а какое блюдо считается традиционным для этих мест? Что ели все эти прибывшие издалека люди на Лакской земле? Мы думаем, что это все-таки был он, многоликий и многогранный – хинкал. Вечером здесь, что неудивительно для Дагестана, подают блюда из теста. Это лакский хинкал, тут он тоже особенный. И вот эти завитушки совсем несложно приготовить, если это уже вошло в привычку и стало мастерством. Знаете, я начинаю понимать, есть в Кумухе нечто такое, что притягивало сюда людей. Из Йемена, Аравии, Шама
Сюда приезжали уникальные личности. Они пересекали половину земного шара для того, чтобы принести ислам на дагестанскую землю. Поэтому Кумух – это историческое место, это центр зарождения и укрепления ислама. В Кумухе жили знаменитые полководцы, которые отражали нападения завоевателей, покоривших полземли, но потерпевших неудачу именно здесь. Кумух – это множество древних захоронений, это старинные постройки. Во многих городах не сохранились храмы даже столетней давности, а здесь стоит мечеть VIII века. И все это источает какую-то чудесную духовную благодать, доступную для любого жителя Дагестана.